Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, огромное спасибо всем тем, кто ставит лайки, кто пишет хорошие добрые комментарии, кто делает донаты моему каналу. Благодарю вас и низкий вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что сейчас от вас скрыто, но от этого не уйти и не спрятаться. Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек и загадайте на себя. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, что от вас скрыто, но от этого не спрятаться и не убежать. Так, мои дорогие, вы у меня дважды вышли в центре, и вышли вы у меня как очень сильная личность. Вам не спрятаться, не скрыться, не убежать, и это скрыто от вас. Вы себя сильно не считаете. Да, возможно, вы много работаете, выполняете какие-то сложные работы, много дел. На вас может быть и работа, и дом, и семья, у кого-то хозяйство, огороды, бизнес. То есть женщина, либо мужчина, который смотрит мою цыпочку, очень много и тяжело работает. Но самое важное, то, что от вас скрыто, это то, что это ваше предназначение. Именно вы пришли в эту жизнь, воплотились, чтобы прожить эту жизнь. Вы очень сильный человек. Очень сильный. Просто какой-то невероятный стержень у вас внутри. Даже не железо. Это намного круче. Это что-то более и жесткое, и такое, знаете, прям несгибаемое, неломаемое, нерасплавляемое. Вы нереально сильный человек. Да, возможно, вы не хотите это признавать, потому что каждый хотел бы быть в душе ребенком, да, хотелось бы, чтобы и любили, и заботили. А так складывается жизнь, что именно вам приходится и любить, и заботиться. Вы знаете, за вами люди стоят. Причем много людей. Кого-то знаете, семья, да, близкие, знакомые, друзья. А есть люди, которые стоят за вами и равняются на вас, берут с вас пример, посматривают на вас, что вы делаете, как вы делаете. Вы для людей очень выдающаяся личность. Вы авторитет. Вы можете этого не знать, даже не догадываться. Но если вы обернетесь, вы увидите, как много людей на вас смотрят. Возможно, вы сталкивались с тем, что люди говорят о вас. Но я скажу такую вещь. Когда люди говорят, да, это, конечно, сплетни, и все бывает. Но они говорят в какой-то превосходительной форме. То есть люди вами восхищаются. От вас скрыто, что вы человек уникальный, талантливый, способный. Очень много возможностей перед вами открывается. Но вы настолько поглощены процессом, настолько вы обязательный человек, что вы иногда забываете о себе. И это очень плохо. У кого-то, я вижу, мечта была. И даже до сих пор она есть. Какая-то детская, такая, знаете, хрустальная. Мечта касается какой-то своей реализации. Танцевать, петь. Может быть, стихи писать, красивые торты печь. Вы под гнетом проблем, забот, своих, чужих, вы не даете себе возможность на реализацию. Знаете, что от вас скрыто? То, что вам суждено этот свой талант, эту свою мечту обязательно реализовать. Когда вы ее реализуете, вы будете очень счастливым человеком. И людей, которые рядом с вами находятся, вы тоже счастливыми сделаете. Вы знаете, сила прям чувствуется этого песка, мощь чувствуется. Я за вас бесконечно рада. Но с другой стороны, кто сейчас в очень сложном положении, у кого-то сейчас прям сердце кровью обливается, какие-то прям проблемы такие прям заели, как будто бы проблемы человека. И человек с трудом заставляет себя встать с кровати. Вы должны знать, вы все решите. Как только вы возьметесь за это дело, как только вы не побоитесь встретить все эти перепоны, у вас все получится. Здесь песок победителя. Если вы попали именно на эту отсыпку, это отсыпка победителя. Как хотите. Все в ваших руках. Все. Вы можете абсолютно все преодолеть, сделать, получить, мечтать, реализовывать. Это все в ваших руках. Сейчас у вас не самый благоприятный период.
Я вижу, что эмоционально и физически вы как-то немножечко опустошены. Вам нужно побольше отдыхать. Вам нужно больше обращать внимание на себя, на потребности своего тела. Слушайте свою интуицию обязательно, она вам все правильно подсказывает. Знаете, у кого-то вот пройдет буквально вот лунный месяц. Лунный месяц — это от одной луны до другой, да, от одного полнолуния до другого полнолуния. И вы вот прям почувствуете прилив сил, почувствуете прилив энергии. Захочется творить, захочется выходить в люди, захочется себя показать, какие-то вопросы порешать. Вот прям в один момент проснитесь и скажете: все, я готова, либо я готов. И с этого момента начинается новый этап в вашей жизни. У вас была жуткая трансформация. Вас тут и крутило, и мутило, и било, и ломало. Вы пережили этот страшный момент. Сейчас такой момент, знаете, как перед рассветом. Самое темное время суток, да, вот такое прям спокойное, тихое перед рассветом. Оно самое темное, когда все звезды потухли, а солнышко еще не встало. Вот вы в таком состоянии. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы хорошенечко отдохнуть, набраться сил, эмоционально успокоиться. Вы знаете, вот переживать вообще не стоит. Я за вас абсолютно спокойна, потому что по этому песку 100% я вижу, что человек совсем справится. Куда вас не положи, да, либо там сейчас, да, отправясь куда-нибудь в Африку, да, вы выживете там, еще и племя свое создадите, понимаете, вождем станете. Вот это я вижу в этом песке. Я вижу огромный потенциал. Но реализация как-то хромает. Вы знаете, если кому-то из ваших близких людей понадобится помощь, вы же горы будете двигать. Один человек вот сдвинет огромную гору. Вот такие у вас силы, вот такой у вас порыв. Настолько вы мощный человек. Знаете, еще момент тоже очень важный, который я хотела бы вам сказать. Вот у кого-то очень серьезные проблемы в личной жизни. Либо вообще не строится, либо как-то тяжело все идет. Вы, обладая какой-то безумной, да, вот безудержной, я бы даже сказала, космической силой, вы человек немножечко такой накопительный. Вы очень много копите в себе, не высказывая, например, претензии, либо негодования. Вот вы любите человека, думаете: стерплю, прощу, может быть, обойдется, может быть, человек сам догадается, что мне это неприятно. А люди не умеют читать мысли. Человек не понимает, он думает: если молчит, значит так и надо, значит все правильно делаю. И вы копите эту обиду, вы копите эту претензию. И доходит момент кульминации, да, и вы взрываетесь. Характер сложный, да. Тут не дать не взять. Вы, конечно, на меня не обижайтесь, но характер здесь сложный. Вы знаете, похоже на океан. Вот такой огромный, мощный океан с такими волнами, да. Иногда он бывает тихий, а иногда там бывает и шторм в 9 баллов. Вот вы словно океан, это ваш характер. И здесь очень важно, если вы хотите стабильные отношения, любовь, гармонию, объяснять, говорить, доносить, да, до своего партнера. Вот это мне не нравится, а вот это я не хочу. А вот так, пожалуйста, не делай. Причем это, знаете, работает со всеми, не только в любви, но и, например, с детьми, с родителями. Очень важно всегда озвучить свое мнение. Не бойтесь, что кто-то на вас обидится. Бойтесь того, что вы можете обидеть. Вы знаете, в гневе вы очень жестко можете человека на место поставить. То есть здесь я вижу силу достаточно такую, знаете, вот она как и созидать может, так и разрушать. И вы должны это знать. И вы должны научиться контролировать свою силу. И научиться контролировать свой характер. Вот еще раз говорю, да, по характеру прекрасный человек. Но есть моменты, когда вы взрываетесь. И если этот момент произошел, поверьте, вашим близким, либо на кого направлен ваш гнев, нет места и ни на небе, ни на земле. То есть настолько вы можете человека вот прям прижать, грубо говоря, словцом таким крепким. Даже не важно, какое слово вы используете. Ваша интонация в этот момент, да, как вы смотрите, как вы себя ведете. Люди вас побаиваются, когда вы в гневе. Вот серьезно вам говорю. Особенно вот женщины. Женщина милая, тихая, спокойная, такая добродушная, веселая, активная, да. И в один момент она становится фурией. Да, а мужчине страшно становится. Мужчина чувствует себя, извините, не мужчиной, а мальчиком, которого отчитывают.
Поэтому, мои дорогие, вот вам такой советик. Пожалуйста, обратите внимание на себя. Не надо терпеть. Терпение – это самое худшее, что вы можете делать. Потому что вы в себе это все собираете. Если уже так случилось, сложилось, что нет возможности, да, то есть вы не умеете, да, не можете себя заставить, тогда старайтесь заниматься какой-нибудь активной деятельностью, где бы вы могли выплескивать свою энергию. Мужчинам бы я, конечно, посоветовала бокс, да, вот пошел грушу эту побил, выпустил пар и все, чувствуешь себя прекрасно. Женщинам, конечно, какие-нибудь такие интенсивные тренировки, где вы могли всю эту энергию, которая у вас находится, из себя вытаскивать, да, выбрасывать ее. Потому что переизбыток идет. Это очень важно. И если вы последуете моему совету, вы знаете, жизнь ваша будет меняться. Вам будет и легче, и проще. Смотрите, у кого-то еще момент такой идет, несправедливость. Вот кто-то прям несправедливо, да? Вот она, видите, справедливость вышла, она не на вашей стороне. То есть вы как проигравший идете в каком-то деле. Либо вы уже получили какой-то негативный ответ себе, либо вы чувствуете, что вот что-то несправедливо происходит. Мои дорогие, здесь ситуация немножечко другая. Этот момент вы должны пережить как кармический урок. Либо пережили как кармический урок. Вы должны извлечь по максимуму информации и весь этот урок, да, на себя, прочувствовать его. Не с точки зрения, что «ох, я жертва, со мной плохо поступили», а с точки зрения абстрагироваться, да, и посмотреть со стороны. А почему так произошло? Что я сделала так, что я сделала не так? Вот это была 100% кармическая ситуация. Говорить о том, что к вам кто-то несправедливо, нет. Так сошли звезды. Вы должны были просто это пережить, и ваша душа должна была получить этот опыт. Опыт такого например, судилища, где люди одним глазом, да, прикрыли, закрыли, что-то намутили, и вы получили такой результат. Знайте, что за эту ситуацию вам будет награда. А наградой вам будет счастье в личной жизни. Вот посмотрите как. У кого проблемы с детками, кто переживает за деток. То же самое, понимаете, вам награда идет счастливая жизнь ваших детей. Кто желает забеременеть, детки к вам идут. У вас, смотрите, в наградах, да, 2 человека в сердце, в паре друг друга за руки держат. И люди по судьбе друг другу. И здесь у вас дети, да, ваше окружение, ваши близкие, те, кого любите. Вот это венец. Это ваше будущее. Оно прекрасно. Здесь никаких плохих рисунков нет. После какого-то несправедливого, да, несправедливой жизни, либо несправедливого решения, либо, может быть, обидел вас кто-то, да, вы ответить не можете. Знайте, что награда будет прекрасная. И когда вы эту награду получите, вы задумаетесь, скажете, я еще бы раз за такую награду мог бы пережить, либо могла пережить ту несправедливость, которая была. Смотрите, как хотите. Я вижу, что жизнь ваша, прям с детства, да, достаточно была непростой. У кого-то были проблемы, например, в социуме, с одноклассниками. У кого-то были проблемы в доме, да, у родителей были проблемы. Либо семья была неполноценная. Как-то тяжело вам пришлось, эмоционально, с детства тяжело. И вы, будучи ребенком, маленьким ребенком, вы были просто вынуждены облачиться в какую-то бронь. Да, она вам помогает. Но, пожалуйста, в семье, в личных отношениях снимайте ее. Вы знаете, вы не замечаете, но для ваших близких, для ваших любимых людей, вы иногда кажетесь очень холодным человеком. И им страшно и непонятно. Поэтому не бойтесь показать свою любовь, не бойтесь показать свою нежность. Вы знаете, сколько у вас силы много, так и любви у вас много. Сердце огромное, добрейшее. Вам вообще, знаете как, милосердие – это ваше второе имя, я бы даже сказала. Вам жалко всех, и людей, и животных. Вы готовы помочь всем. И если бы была такая возможность, я не знаю, вы бы обогрели и накормили весь мир. Вот такой порыв души. Очень хорошая и светлая у вас душа. В эту жизнь, в это воплощение вы пришли бороться, помогать слабым и учиться. Да, может быть, это будет непросто, и уже происходит непросто, но тем не менее, такая сила, которая заложена в вас, она дорого стоит. Вам все по плечу, море по колено.
Только единственное — заставить себя, промотивировать. Еще раз говорю, вот вы для других душу отдадите, а для себя сомневаетесь, переживаете, откладываете. Вот это деструктивная позиция. Больше уделяйте внимание себе. С близкими будьте подобрее, поласковее. Любите также себя. Балуйте себя, уделяйте себе внимание. За себя боритесь. Борясь за себя, вы и за близких боретесь. Ведь они тоже за вас переживают. Любят вас очень сильно. Вы знаете, сильная личность. И у сильной личности будет очень яркая, насыщенная жизнь. Когда вы примете себя такой, как есть, когда проработаете вот эти свои, ну, скажем так, скрытые моменты, да, когда вы не умеете раскрыться и сказать, что думаете, что чувствуете, за что переживаете, вы будете на высоте. Вы будете просто в каком-то, знаете, как ореоле, как свечение какое-то над вами будет. Мне вот идет информация, что вы в будущем еще как-то вот будете людей вот как-то учить, обучать, подсказывать. С чем-то будет связана ваша работа, либо, может быть, ваше увлечение. Будете помогать. И в этом вы найдете себя и найдете свое счастье. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.